Прошло 32 года со дня страшной аварии в Чернобыле. Возложить цветы и почтить память погибших на мемориальном комплексе собрались все члены регионального союза «Чернобыль». Они вспоминают, после техногенной катастрофы в город прибыли спасатели со всего союза. Из одной только ЧССР было призвано 1800 человек. Ингуши, чеченцы, русские и представители других национальностей. Юнус Ажигов – один из них. Я участвовал с мая месяца по июль месяц на самой станции. Я был руководитель группы, у меня было 16 человек. Мы непосредственно в третий энергоблок очищали от графита. Вся эта графит, это радиационная вся вот эта вот масса, уран. Несмотря на всю опасность, спасатели работали у жерла реактора, пытаясь очистить крыши электростанции от радиоактивных завалов. По словам Юнуса, тогда они и не думали, что вернутся домой. Каждый выполнял свой долг. Каждый по 2 человека с дозиметрами на крышу поднимались и очищали графит, сбрасывали 4-й энергоблок, значит, там дыра была такая, что там оттуда тысячу рентген. Это очень опасная зона была. Ну, как-никак, как его сказать, на крыше я, наверное, около 4 часов повесил, потому что они останавливались. До того сильная радиация была. Самая крупная авария в истории атомной энергетики произошла ночью на 26 апреля. Причиной стал эксперимент, который производился тогда на атомной станции. До включения системы безопасности не хватило лишь пару секунд. В результате первый взрыв и разрушил 1000-тонную крышу реактора. Опасности подверглись 17 стран Европы. Из-за заражения окружающей среды люди навсегда покинули Чернобыль. А там люди есть? Да, поднимаем состав. Поднимаем, начальника поднял. Эта катастрофа забрала жизни многих ликвидаторов этой аварии. Доза облучения для них оказалась губительной, но они живы в памяти товарищей и родных. Чернобыльцев объединила общая трагедия. Они сегодня поддерживают друг друга, как тогда, в 86-м. Оказываем помощь нашим чернобыльцам, вдовам, участникам, детям. У кого какие возникают проблемы, защищаем их интересы, общаемся, обращаемся в разные министерства, ведомства, администрациях. Ну, как говорится, гуманность и милосердие, что туда входит. Время не стерло в памяти миллионов людей подвиг военнослужащих, пожарных, энергетиков, атомщиков и тысячи других добровольцев. Они осознанно пошли на смерть, став символом мужества и жертвенности во имя сохранения будущего и грядущих поколений. Ната Евлоева, Рахман Суров, Новости 24.